иацаҳҵот акиноҭыхра знапалаку, аҿар ирызку, адырраҭарақәа рцикл. Иахьа Сасны даҳҭоуп асценаристцәеи арежиссиорцәеи еиҳау ркурс иалгаз акинорежиссиор Теимыр Таниа. Тимур, тебя знают все в Абхазии, но тем не менее сегодня у тебя дебют. Тебя как кинорежиссера. Да. Правда? Да, правда. Я хочу тебя представить как выпускника самого престижного киновуза, наверное, не только России, потому что ведутся споры о том, какая киношкола лучшая в мире, и есть очень много мнений, которые сходятся на том, что все-таки русская школа, она лучшая. У меня к тебе, соответственно, есть очень много вопросов, я постараюсь быть краткой, но самые такие острые вопросы я тебе все-таки хочу задать. Я постараюсь на них ответить. Пока еще ты для меня один из ярчайших представителей нартов. Этот образ уже сложился, он существует, он есть. И я хочу сказать о том, что в отличие от всех ребят ваших, да, вашей команды, мне кажется, что у тебя настолько ярко выраженная актерская одаренность. Вот я не боюсь этого слова, потому что мне кажется, что ты живешь, как играешь, играешь, как живешь. То есть вот эта органика, она как бы уже она уже впечатана. Это как бы вот уже положено тебе, то есть есть у человека дар, который проявляется, а есть он вот прямо сразу видит. Вот говорят, талант его спрятать невозможно. Но есть талант, который, да, спрятать невозможно, но он проявляется в течение чего-то. У тебя вот актерский дар настолько ярок, настолько он явен, что он виден однозначно. Вот и ребята это говорят, твои нарты, и это видно. Я не могу забыть вот эту твою Наташу, которая там на лодке плывет, и это все. Это удивительная способность одновременно быть собой и быть другим, да, это свойство психики, не имея никакого актерского образования, да, не владея техникой актерской, ты вот так вот, это видно, что это легко, запросто, ты с твоей комплекцией, да, с твоей мужественностью, ты веришь, что ты становишься какой-то девушкой, там, вот этой Наташей, и при этом ты Тимур, это удивительная способность, удивительный дар, то есть актерская карьера, она тебе вот дорожка постелена, как бы. Ты, вот, это твой путь, и сегодня ты приглашен на один из престижных российских каналов как актер, ты играешь там главную роль. Я не говорю о том, что это сериал, может быть, это там не какое-то высокое кино и так далее, но в условиях сегодняшней конкуренции, сегодняшней борьбы за место под солнцем в этом бизнесе кино, телевидения, эстрады и так далее, то, что ты там сегодня, это говорит уже очень о многом, не имея никакого специального образования. И, спасибо, столько слов сказано. Столько слов сказано, потому что это так, это факт, я не делаю тебе комплимент. Соответственно, почему кино? Почему ты не выбрал вот этот путь, скажем? То, что вот очевидно. Актерская карьера – это карьера человека, который исполняет чью-то роль. Я же хочу воспроизвести наше абхазское кино, и я не один, слава богу. Еще есть очень много ребят, абхазцев, да, и меня это очень радует. Возрождается или рождается абхазское кино, и оно будет однозначно в течение, я не знаю, скольких лет. Через кино многое рассказать миру о нас, о нашем быту, о нашей ментальности. Поэтому я выбрал именно эту профессию, потому что, как вы сказали, актерская карьера у меня сама по себе как-то пошла. Но тем не менее я хочу тоже пойти на курсы актеров, потому что хочется приобрести технику, хочется побольше узнать об этом обо всем, научиться тому, чего не знаю. Меня очень радует вот такая внутренняя страсть к тому, чтобы познавать
познавать. Это действительно удивительно, потому что я знаю, что у тебя масса проблем и семейных, и творческих, и еще масса всяких, и при этом ты сегодня собираешься снимать дипломную киноработу, у тебя в планах продолжить свой рост, то есть ты не остановился на том, что ты делаешь как актер, ты что-то понимаешь, что можно сделать больше, и ты хочешь этому учиться. В КВН, да, мы перед собой ставили чуть иную цель, нежели все остальные команды, которые думали просто о КВН, добиться успеха, раскрутить самих себя. Мы же думали чуть о другом, мы думали о том, как преподнести о нашей республике, о нашем народе. Мы боролись за каждое слово, за каждую букву, когда добавляли к Сухуму и букву в конце нас, это просто с ума сводило, когда говорили Сухуми, мы боролись за то, чтобы говорили Сухум. У нас были конфликты даже там с Амиком поначалу, там нам не давали флаг показывать, и поэтому для нас цель была не просто сыграть в КВН, раскрыть себя, рассказать про Абхазию побольше, поэтому все наши номера были построены на том, что все в Абхазии происходит, и мы высмеивали себя, высмеивали наши недостатки, потому что посмеешься над своими недостатками первым, над ними уже, если кто-то будет второй смеяться, то это он буквально всего лишь второй, кто смеется. Я уже посмеялся над этим. Я уже от этого избавился. Да, и этот недостаток остался за спиной. Многое показывали об Абхазии, о нашем быте, о нашей социальной среде, там, и наших сотрудников ГИБДД показывали, сотрудников милиции, скорой помощи, учителей, вообще все. То есть это была некая форма сказать миру о том, что Абхазия существует, что в Абхазии есть своя жизнь, есть... И мы этим самым становились ближе к людям, к этим зрителям, к телезрителям. Когда смотрели, когда видели, как реагируют наши герои, которых мы показывали, люди становились, благодарили даже нас за это и говорили, да, это, конечно, чуть неправильно, там где-то, может быть, нарушает закон, но это все равно это правильно в то же время. Да. Это правильно, именно и смешно, и в какой-то даже момент наивно, но тем не менее это чисто искренне. Ваши все победы, успехи на этом поприще, это результат вот этой более глобальной идеи, нежели просто победить на каком-то конкурсе КВН. Да. То есть вами двигали совершенно другие мотивы были, да, и поэтому и случилось. Везде рассказывали, вся концертная программа, она построена на том, что маленькая Абхазия приезжает, и все рассказы об Абхазии. И везде люди получали удовольствие. Да. Достигнув в КВН всех этих высот. Пика, да, то есть все уже, да. Мир кино, он намного шире. То есть по своей широте, по своему масштабу, кино вас привлекло как некая форма, которая еще шире позволит вам рассказать об Абхазии. О нашей ментальности, естественно, да, эта идея фикс в нашей голове уже давно, и у Тимура, и у меня, поэтому мы пошли учиться, несмотря на все там домашние проблемы. И так далее, и готовы учиться дальше. Сейчас ты выпускник высших курсов сегодня. Ты готовишься снимать дипломную работу в Абхазии, на абхазском материале, естественно, так. Как твои ощущения, что тебе дали курсы в плане профессии? Я благодарен всем нашим мастерам, которые преподавали там. Это очень взрослые люди, мудрые люди, старцы, можно сказать, да, которые
Помимо ремесла, к ним, в принципе, можно было подойти по любому вопросу, и они дали бы именно тот ответ, который тебе необходим был. Это и курсы для взрослых людей, для того, чтобы с ними общаться на равных в плане жизненного опыта. Естественно, там, они на протяжении 70 лет там, или 60 лет снимали, да, делали, творили одно, но сегодня жизнь изменилась, и сегодня молодой какой-нибудь режиссер может снять вообще по-другому, и все, что знает этот человек, вообще не применив его знания, допустим, да, конкретно, там, может снять... Выдать продукт, да. Выдать продукт, потому что сегодня и технология позволяет, и ритмы, и время. И драматургия сама по себе меняется, уже приобретает какую-то иную форму. Там, мы разные фильмы смотрим, да. И по-разному. Меняется само человечество по отношению к жизни. Естественно, остаются главные тенденции, это добро и зло. Ты же понимаешь, что снимать кино, это надо погрузиться, это надо утонуть в этом, да? Насколько я понимаю, ты собираешься снимать серьезное кино, это не мини-шоу, из шоу ты уже вышел, из миниатюр, да? Ты хочешь снимать как что-то серьезное, и как ты собираешься вот с этим, вот вы новое поколение, вы как-то умудряетесь это все, как-то это все балансировать, компенсировать, я не знаю, как ты это себе видишь? Ну, как будет свободное окно, так и буду погружаться в кино. В кино, да. Жанр у меня трагикомедия, у меня смешанный жанр. Даже ваши миниатюры, они не простые, да, не просто посмеяться там. Да, какой-то смысл, какую-то эмоцию, другую, иную. А кино дает возможность это в более широком да, когда это просто комедия, все построено на каких-то там шутках, гэках там, да, и так далее, от этого устаешь. Какие комедии тебе нравятся? Мировой опыт используя. И учитывая, что на курсах вы много смотрели. Из Данеля, естественно, мне очень близко. Что такое вам? Всем так близок Данель? Да, мы вместе как раз и смотрели. Гайдай из советской школы. Гайдай, да. Естественно, очень. А также работа школа? Французское кино мне тоже. Пьер Ришар и Депардье. Ну, оно такое легкое очень. Конечно. Мне кажется, оно очень нам близко вот по своей какой-то, не знаю, природности, там, я не знаю, легкости. Мы же тоже легкие, мы не тяжелые. И вы не тяжелые, нарты не тяжелые. Вы, да, тоже не тяжелые, но у нас все равно какой-то, если вот я как раз говорил о французской комедии, они все такие легкие, все так ровно идет, а у нас все равно в каждом действии имеется какой-то глубокий смысл. Да. Это даже если что-то легко сказано, легко сделано, все равно подоплека внутри, где-то это все равно несет что-то глубокое. Это трудно. Твоя работа, которую мы сегодня будем смотреть, как ты относишься к этой работе? Расскажи немножко об этой работе. Ну, это по жанру, это, наверное, можно сказать так, абстрактная какая-то комедия. В эту работу входит несколько заданий, и операторских, и по свету, и там, которые нам задавали. Я решил просто сделать сразу короткометражный фильм, который войдет несколько заданий да. В одном фильме. Фильм достаточно получился неплохой, его оценили отлично. Что касается недостатков, они, естественно, там имеются. А да, работа очень насыщенная, даже по точкам, по местам съемок. Место съемки, натура, она определяет характер персонажа. Когда, допустим, девушку ты снимаешь на фоне вот этих старых наших архитектурных каких-то лестниц. Да, это музычилище, да, очень красивое. То есть вот этот поэтический образ у тебя связан с местами съемок. Да. То есть ты к этому очень внимательно отнесся, и мне это было очень приятно. Работа с актерами у меня не вышла, я мало с ними говорил. 3 дня. Да, 3 дня, это 3 дня съемок. За день до этого буквально мы с ними встретились, и я им рассказал там о характерах, но все равно этого недостаточно. Работа с актерами должна проходить как минимум, я не знаю, хотя бы месяц вообще. Уже твоя сущность актера, она требует какой-то высочайшей планки, наверное, и от этого идет вот эта твоя неудовлетворенность сделанным. В следующем твоем дипломном фильме у тебя будет побольше и съемочных дней. Вы так быстро все делаете, я просто удивляюсь.
Это вот новая генерация. К сожалению. Тимур, огромное тебе спасибо. Вам спасибо. Я думаю, мы с удовольствием посмотрим сейчас твой фильм. И я надеюсь, что мы встретимся здесь, уже обсуждать твой полноценный фильм. Да, спасибо. Я спасибо тебе. Абзерас. Абзерас. Ура, пропусти по-братски, сейчас я быстренько возьму, просто настрою. Вот, возьмите, спасибо. Больше не осталось кукурузы. Прикинь, закончилось. Ты что делаешь? Что? Послушай меня сюда. В этом городе ты никому не должен уступать. Если ты один раз уступишь, за слабость воспримут, и все, ты пропал. Смотри, какие они здоровые. Ора, слышишь, если ты за это беспокоишься? Вот, есть нож. И вообще на, пусть у тебя он будет. Ты че смотришь? Ты мне? Да, тебе. Я вообще на своих друзей смотрел. Вот на них и смотри. Оставь его. Добрый день. В эфире выпуск новостей. По данным НАСА, метеорит размером около 20 метров движется со скоростью более 90 тысяч километров в час в сторону Земли. По всей вероятности, он упадет в районе Черноморского бассейна. Но абхазские ученые утверждают, что опасаться нечего, и метеорит сгорит в верхних слоях атмосферы. К другим новостям. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово. Слушай, Новорайонские совсем уже оборзели. Почему нормальные пацаны? Какие нормальные хамы конкретные? Ух, вон она, эта пианистка. Короче, я пошел за ним. Подожди, не бросай, я выйду. Привет. Привет. Давай я с тобой поиграю. Подожди. Слышь, Что? подожди в натуре. А он тебе что, не рассказал? Он-то рассказал, поэтому и спрашиваю, что ты от него хотел? Что ты хотел? Все в натуре, слушай! Ора, вы что, массы хотите взять? Давай ножом. Эй, сюда иди, слышишь? Ты сюда иди! Пацаны! Пацаны, уходим быстро! Сигарету дайте. Как тебе сказать? Ладно, пойдем лучше покажу. Вот ранящий агент. Нож. Застрял в межполушарной щели головного мозга, то есть в жизненно важном центре. В принципе, нож можно оттуда удалить, только ты умрешь сразу. Как умрешь? Вот так умрешь. Потому остается только альтернативный вариант. Нож мы там оставим, проживешь хотя бы до вечера. Я сейчас приду, только ты смотри, никуда не уходи, потому что можешь пасть в кому в любую минуту. Сиди здесь, я приду. Все будет нормально.
Какой нормально. Ну что врач сказал? Пошел вон отсюда, это ты во всем виноват. Я при чем? Пошел вон, я сказал. Пошли. Куда? Тебе же нельзя. Мне осталось жить всего несколько часов, и ты хочешь, чтобы я их здесь провел? Пошли! Что будем делать? То, что до этого не делали. Деньги есть? Штука. Стоять, это ограбление! Никому не двигаться! Всем оставаться на своих местах! Деньги сюда положи! Деньги сюда положи! Быстро! Быстрее, я сказал! Туз, это ты? Какой ужас! Я слышала, что случилось! Подожди! Дай! Быстрее! Баксы! Подожди! Все, хватит! На, держи! Спасибо, Тамара. Воу! Стоять! Куда поехал? Вора! Езжай, вора, езжай! Еще что хочешь? Ничего. Хотя, знаешь, собери всех пацанов в ресторане. А, и новорайонских тоже позови. А я потом подъеду. Подожди, Сабина, я тебе все объясню. Я умираю. Мне осталось жить один день. Проведи этот день со мной. Друзья, спасибо, что пришли. Этот последний вечер я хочу провести с вами. В знак примирения, Бесси, я хочу, чтобы этот стол провел ты. Проведи его достойно. Это честь для меня. Ну что я могу тебе сказать? Я желаю тебе здоровья. Извини.
Что с вами? Давайте веселиться. Да. Туз, как это могло произойти? Скажи мне, пожалуйста. Мне так жаль. Спасибо, брат. Можешь оставить нас наедине? Так вот, куда я тебя увидел? Ты это выгоняешь меня, да? Я к тебе от души подошел. А ты вот так, да? Знаешь что? Я знал, что тебя все переживут. Потому что ты всегда нарывался. И вот ты нарвался, понял? Оу, ты что делаешь? Туз, стой! Туз! Скажи! Не надо! Зачем мне эти жалкие минуты жизни? Чтобы меня упрекали? Я, конечно, многих хотел пережить в этом городе. Но судьба моя такова. Я умру, а они будут жить дальше. Так зачем же ждать? Нет! Don't you feel sad there never was a story? Never be